Уважаемый Мухаммад Хаджи, добро пожаловать, рад нашей встрече. Рад, что вы налаживаете связи со своими абхазскими друзьями, братьями. Связи — это очень важно. Абхазия всегда была многоконфессиональной, всегда в Абхазии была толерантность между религиями. И эти традиции для нас очень важны для сохранения мира, стабильности, спокойствия в обществе. Я уверен в том, что мы, исходя из как раз-таки исторических параллелей, сможем сохранить эту стабильность в нашем обществе между представителями разных национальностей, вероисповеданий, религий. И мы этим очень гордимся. Рад еще раз вашему визиту, рад нашему очередному общению. Надеюсь, что вы чувствуете себя в Абхазии как дома. Уважаемый Бадрат Зурабович, спасибо, что приняли, что нашли время. Спасибо за гостеприимство. Абхазия, она братская республика, и народ, братский народ, особенно для Карачаево-Черкесии. Потому что абхазы, абазины – это единый народ. К тому же глава Карачаево-Черкесии, он вас очень уважает, передал самые теплые пожелания. И от Рашида Арсфьевича я тоже хотел бы еще раз поблагодарить вас. У нас двухстороннее сотрудничество с муфтием Абхазии. Мы, значит, уже начали совместные проекты. Конечно, я не смог прийти с пустыми руками, и в рамках нашего сотрудничества у нас при Духовном управлении Карачаево-Черкесии есть официальный фонд. И мы через этот фонд хотим оказать небольшую помощь, поддержку, единовременное строительство новой мечети, которую они начали. И также будем укреплять союз между Духовным управлением Карачаево-Черкесии и Духовным управлением Республики Абхазия в лице Тимура Хаджи. Говорить о религии и не говорить о общности народов наших, конечно, нельзя, потому что мы братья по крови, мы народы Кавказа, с большим трепетом относимся друг к другу. Когда нам было тяжело в период Отечественной войны, народа Абхазии, наши братья из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Осетии, Чечни, Адыгеи, со всех республик Северного Кавказа пришли в поддержку нашего малочисленного народа. Мы этим дорожим, этой памятью, мы дорожим именами героев, которые сложили свои головы за нашу свободу и независимость. И, конечно же, поколениями будем помнить этих ребят. Поэтому для нас очень важно создание условий, чтобы наши народы взаимодействовали, в том числе и в рамках религиозного общения.